задержали, нормально. Посидим нормально. Разбираться с пьяными дебоширами полиция вынуждена каждый день. Любой нетрезвый правонарушитель должен пройти медосвидетельствование. Для этого патрульным приходится уходить с маршрута. Впоследствии, значит, уход с маршрута, соответственно, может повлечь за собой допуск каких-либо более тяжких преступлений на этих маршрутах патрулирования. То есть нас интересует снижение количества затрачиваемого времени для проведения освидетельствования. Сегодня в Якутске работает единственный частный медвытрезвитель, который с нагрузкой целого города не справляется. Для медосвидетельствования сюда ежедневно приводят до 40 человек, хотя по нормативу должно быть не больше 10. Здесь всего 13 коек. Кроме того, особо буйных тут не принимают. Врачу, если ты вот так проконтактируешь, побеседуешь с таким количеством людей пьяным, это алкогольное опьянение, то это очень большая нагрузка. Отсутствие медвытрезвителей является основной проблемой и для скорой помощи. Стационары отказываются принимать пьяных пациентов. И пока врачи пытаются их пристроить, в помощи может нуждаться по-настоящему больной. Зачастую бригада скорой помощи тратит до 4 часов для того, чтобы куда-то определить. Мы же не можем его оставить на улице. Это одна из причин задержек бригад скорой помощи, потому что, может быть, мы в это время должны были поехать куда-то там на неотложную помощь, может быть, ребенка бы успели обслужить. За 5 лет после закрытия всех подобных учреждений в России количество вызовов скорой выросло почти в 3 раза. Ситуация показывает необходимость вернуть специализированные учреждения. Распоряжение главы республики о создании медвытрезвителя было озвучено на встрече с врачами. Одним из вариантов для Минздрава стало старое здание 3-й поликлиники. Но в настоящий момент министерство пока разработкой не занимается. Как заверили в ведомстве, руководство ждет официального документа. И этот вопрос только на стадии рассмотрения. Ульян Бояркин, Максим Бурцев, Вести, Якутск.